Дорогой брат, дорогая сестра, Божье благословение и обеспечение дарованы вам через завершенную работу Христа. Однако враг неустанно пытается помешать вам ходить в полноте вашего наследия как дитя Божие. В этом сезоне Господь призывает вас вернуть то, что по праву принадлежит вам. Он побуждает ваш дух вести войну в небесных сферах посредством молитвы, поклонения и провозглашения слова Божьего. Сейчас настало время выкупить то, что было потеряно или украдено за последние годы. Бог инициирует духовные изменения, но вы должны подготовиться к их принятию. Подготовьте свое сердце к принятию, сначала намеренно прекратив борьбу, чтобы отдохнуть и обновиться в Его присутствии. Придите к Господу уставшим и обремененным, и Он даст вам покой. Позвольте Ему обновить ваши силы, как орлы, подняться на крыльях духа. Слушайте Его шепот, молча ожидая перед Ним. Он хочет произнести над вами обетование, снова оживить вас своим живым словом. Во-вторых, очистите свое сердце покаянием. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Сделайте свое сердце мягким и податливым перед Ним. Исповедуйте любой известный грех и отвернитесь от него. Прости тех, кто тебя обидел, передав их в Его руки. Освободите себя от собственных усилий, планов и перенапряжения. Освободите место для того, чтобы Господь снова наполнил вас Своим Святым Духом. Сотрудничайте с Ним, пока Он перерабатывает вас по своему образу. В-третьих, смело провозглашайте Божью истину о своей жизни, своей семье и сфере своего влияния. Ваши слова обладают творческой силой, формируя результаты в невидимом мире. Соглашайтесь с обещаниями Писания в своей речи. Провозглашайте характер Бога, Его любовь, силу, верность и власть над обстоятельствами. Говорите о жизни, надежде, исцелении и свободе в отчаянных ситуациях. Назовите вещи, которых нет, такими, как если бы они уже были. Указывайте и провозглашайте цели Божьего сердца до тех пор, пока они не проявятся в природе. Господь говорит, что пришло время вернуть наследство, украденное врагом. У вас есть власть во Христе вернуть себе землю, которая по праву принадлежит вам, через поклонение, молитву и постановление. Вы можете разрушить твердыни, противостоящие воле Божьей. Вы верите в это? Если да, то продемонстрируйте это, написав в комментариях «Верю». Измените атмосферу вокруг себя с помощью похвалы, которая разрушает ярмо и приносит прорывы. Отправьте армии ангелов в движение, поручив им вести войну от вашего имени. Используйте кровь Иисуса, меч истины и свое свидетельство, чтобы победить обвинителя. Наблюдайте, как демоническое гнет рассеивается, подчиняясь имени, которое превыше всех имен. Вы не только заявляете об упущенных возможностях и невыполненных обещаниях, но Господь хочет открыть вам глаза на то новое, что Он приготовил для вашего будущего. Он призывает вас к более глубоким измерениям отношений с самим собой. Вас ждут новые порции помазания, дары, ресурсы и миссии. Не отчаивайтесь из-за потерянного времени, ибо Бог восстановит то, что было истреблено саранчой. Он почтит ваш шаг послушания, ответив на этот трубный призыв. Вы с радостью завершите свой путь, полностью полагаясь на Его силу, а не на свои собственные силы. Благословенный брат, благословенная сестра, пусть ваши корни уходят глубоко в мудрость и водительство Святого Духа.
Доверьтесь Ему, чтобы Он дал вам стратегию для каждой битвы. Оставайтесь с нами, чтобы услышать Его голос среди шума и отвлекающих факторов. Проведите время с Ним в тишине и позвольте Ему наполнить вас мотивацией, страстью и ясностью, которые вам необходимы для победоносного продвижения в Его Царство. Он будет продолжать освежать вас, чтобы вы не утомлялись. Когда вам не хватает мудрости, просите Его щедро, и Он изольет ее в ваше открытое и желающее сердце. Пейте глубоко из источника Его Духа. Благодаря Божьей мудрости вы сможете справиться с каждой проблемой и увидеть ее с вечной точки зрения. Благодаря Ему вы можете превосходно строить, насаждать, восстанавливать и учреждать, ведомые Духом и истиной. Поблагодарите Господа за это, написав в комментариях: «Большое спасибо, Господи». Вы будете принимать решения, которые будут способствовать достижению Божьих целей, инвестиции, которые принесут вечные награды. Мудрость чудесным образом сочетается с вашими дарами и талантами, принося успех больше, чем способности или умения. Мудрость стратегически позиционирует вас для сверхъестественного воздействия. Отец также обещает обеспечение видения, которое Он помещает в ваше сердце. В то время как вражеские силы могут попытаться ограничить ваши запасы и ресурсы, помните, что Богу принадлежит все во Вселенной. Он удерживает богатство нечестивых для праведников. Он говорит вам: не заботьтесь о том, что вам есть, пить или носить. Отец ваш Небесный знает, что вам нужно. Ищите прежде Его Царства и Его праведности, и все это приложится вам. Если вы согласуете свои приоритеты с Его приоритетами, Он будет верен в финансировании миссии. Он не сказал: «Взывайте ко мне, и я отвечу и покажу вам великое и сокровенное, чего вы не знаете». Искренне представьте свои нужды перед Его престолом. Делайте заказы с благодарностью. Затем встаньте, поднимите голову и с нетерпением наблюдайте, как Его рука встретит вас чудесным обеспечением. Он с удовольствием ответит, когда вы позвоните. Ничто не может ограничить щедрость Бога к Его детям. Даже во времена голода и нужды Он кормил своих пророков воронами у потока Харафа. Он умножил муку и масло для нуждающейся вдовы, обеспечив их на время засухи. Иисус приготовил еду для тысяч людей из нескольких хлебов и рыбы. Конечно, Он заботится о вас гораздо больше. Вкусите и увидите, как благ Господь. Он удовлетворит все ваши потребности. Если вы верите в это всем сердцем, покажите это в комментариях, написав: «Я верю в это, Господь». Вы можете довериться Ему, чтобы Он заботился о вас, защищал и вел вас к изобилию. Если вы сделаете шаги к радикальному послушанию Его голосу, вы сможете насладиться еще большими мерами обеспечения Царства. Для Него радость дать вам Царство. И не удерживай ничего хорошего, любимый. Этот решающий сезон зовет вас выше. Поднимитесь на гору в близости с Богом. Избавьтесь от бремени и грехов, которые вас опутывают. Направьте свое лицо, как кремень, к Иисусу, вашей высшей награде. Позвольте своему огню зажечь новую страсть в вашем сокровенном существе. Твердо держите свои обещания и сделайте их личными. Перестаньте искать идентичность, подтверждение или удовлетворение в мелочах. Приходите такими, какие вы есть, чтобы найти удовлетворение только в Нем.
Подчинившись очищающей и обновляющей работе Святого Духа, вы преобразитесь. Слабость, усталость и раны последних лет уступят место силе, энергии и исцелению. Красота восстанет из пепла разбитых мечтаний. Смех и радость снова наполнят ваши уста, когда вы восхвалите Его при любых обстоятельствах. Не бойтесь гигантов сопротивления, ибо с вами Бог ваш, окружающий вас, как щит. Он поддерживает его своей прекрасной правой рукой. Тогда вы не будете потрясены. Если Он за вас, кто может быть против вас? Вы больше, чем победитель через Христа. Итак, сражайтесь с места победы. Бог идет впереди вас, чтобы поглотить врага. Подобно льву, сосредоточьте свой взгляд на невидимом, а не на буре вокруг вас. Считайте радостью, когда вы сталкиваетесь с различными испытаниями, зная, что они производят в вас стойкость и зрелость. Не поддавайтесь разочарованию или менталитету жертвы. Имейте мужество, ведь Он победил. Никакое оружие врага не поможет против вашей судьбы. Тот, кто разрушил власть греха и смерти, живет в тебе. Тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. Возлюбленное Дитя Божие, у тебя есть все необходимое, чтобы с триумфом пройти через пустыню, как израильтяне. Посмотрите, как ангел Господень окружает боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Счастлив тот, кто находит в Нем прибежище. В комментариях напишите «Бог – мое прибежище». Бойтесь Господа, святые Его, ибо боящиеся Его ни в чем не испытывают недостатка. Молодые львы страдают от голода и нужды, а ищущие Господа не испытывают недостатка в добре. Ибо Господь Бог – щит. Господь дарует благосклонность и честь. Никакого добра Он не удерживает от тех, чей путь безупречен. Ибо каждый, кто просит, получает. Кто ищет, тот находит. И тому, кто постучит, дверь будет открыта. И если вы, будучи злы, умеете давать благие дары детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный даст благие дары просящим у Него. Его планы на вас хороши, чтобы дать вам надежду и будущее. Взывайте к Нему искренне и наблюдайте, как ваш верный Отец приходит удовлетворить все ваши нужды. Пусть вас переполнит надежда силой Святого Духа. Закрепите свою душу в обетованиях Божьих. Читайте с днем, чтобы вернуть территорию врага. А затем с нетерпением наблюдайте, как Господь изливает на вас мудрость и откровение. Оставайтесь восприимчивыми и готовыми принять новые вливания помазания, даров и ресурсов. Открываются новые горизонты возможностей. Вы стремитесь к большему влиянию и воздействию во славу Божию. Двигайтесь вперед решительно, полностью полагаясь на свои силы. Господь идет перед вами, чтобы направить ваши шаги. Его благодать, милость и сила мощно окружают вас. Бог хочет, чтобы вы нашли свой смысл и цель в Нем. Когда вы обнаружите свою ценность и покаитесь в Господе, жить для Него станет легче. Ситуации и испытания этого мира зачастую слишком тяжелы, чтобы наша человеческая плоть могла их вынести самостоятельно. Но Дух внутри вас достаточно силен, чтобы наделять силой, мотивировать и вести вас через любые трудности. Когда вы приблизитесь к Богу, Он откроет невероятные вещи для вашего будущего. Если вы готовы принять это в свою жизнь, провозгласите в комментариях «Я готов, Господь».
через своего Духа Он раскроет свои планы относительно вас. Сделайте шаг веры, чтобы понять будущее, которое оно вам показывает, веря, что оно приведет вас в вашу нынешнюю реальность. Применяя свои принципы на практике день за днем, вы воплотите в жизнь свои хорошие планы на свою жизнь. Вас ждут чудесные вещи. Бог всегда сдерживает свои обещания и обязательно сдержит свое слово, данное вам. Библия говорит, что Святой Дух – это Дух истины, ведущий нас ко всякой истине. Он говорит с властью Христа и передает эту власть нам, чтобы мы могли ходить в силе Иисуса. Дух не просто говорит свои слова, но передает то, что слышит от Отца и Сына. Он берет то, что принадлежит Иисусу, и передает это нам, народу Божьему. Греческое слово, используемое в священных писаниях, и которое переводится как «рассказывать», означает, что Дух предсказывает нам будущее. Это означает, что Святой Дух не только информирует нас, но открывает, передает и дарует нам духовные истины и благословения. Мы могли бы сравнить роль Святого Духа с системой онлайн-заказов. Во-первых, общение, позволяющее просмотреть каталог и сделать заказ. Это похоже на то, как Дух открывает вам истины и дары Царства через Слово Божие или непосредственно вашему Духу. Затем, как только ваш заказ будет размещен, товар должен быть отправлен и доставлен к вам домой. Подобным образом, когда вы используете свою веру, чтобы получить то, что Дух показывает вам, Он передает это с небес в вашу жизненную ситуацию. Дух наставляет, вооружает, дает откровение и силу. Прямо сейчас Бог призывает вас на войну в духовной сфере за эти благословения. Это время, когда нужно стремиться в молитве и вере получить слова, снабжение, откровение и силу, которые Он желает излить на вас. Враг будет сопротивляться этому излиянию, пытаясь остановить его на глобальном, национальном, местном и личном уровнях. Но будьте сильными и смелыми. Сосредоточьте свой взгляд на невероятном будущем, которое приготовил для вас ваш Отец. Все, что вам нужно для достижения ваших целей, доступно в духовной сфере через Христа. Настаивайте на получении всего наследства, которое Он приготовил для вас. Откройте свои уши к наставлениям Духа и смело действуйте в соответствии с тем, что слышите. По мере того, как вы продвигаетесь в послушании и власти, Святой Дух будет верно подкреплять ваши слова реальной демонстрацией силы и ресурсов. Столкнувшись с испытаниями или трудностями, прислушивайтесь к мудрости Духа. Ваши слова укрепят вас и поведут вперед. Когда припасов или ресурсов не хватает, воспользуйтесь способностью Духа доставлять сверхъестественные припасы из Небесного Царства. Прежде чем продолжить, прославим Господа в комментариях, написав звонкое «Слава Богу». Если болезнь атакует ваше тело, настройте свой дух на указание Целителя и чудесное исцеляющее прикосновение. Когда вам нужно откровение о вашем призвании или направлении в жизни, будьте спокойны перед Духом и позвольте Ему открыть вашу судьбу. Если вы чувствуете себя неадекватно или боитесь атак врага, приблизьтесь к Духу, чтобы снова облечься силой свыше. Попросите Его разжечь в вас духовные дары, которые, возможно, дремлют. Ваша сила не ограничена. Он способен сделать бесконечно больше, чем вы просите или представляете, превращая вас в смелого воина королевства. Не существует слишком трудной проблемы или слишком отчаянной ситуации для вмешательства Святого Духа.
Он точно знает, как направить вас и предоставить все необходимое для каждого испытания, с которым вам придется столкнуться. Он не только ваш советник, но и сам Дух Божий, воскресивший Христа из мертвых, ныне живущий внутри вас. Он ваш величайший союзник и ваша постоянная помощь в трудную минуту. Независимо от того, через что вы проходите, вы можете полностью довериться Ему, чтобы Он дал вам мудрость, силу, исцеление, прорыв и обеспечение. Оставайтесь в гармонии с Духом, следуя Его указаниям. Даже когда они кажутся нетрадиционными, потому что Его пути выше ваших, и Он видит далеко за пределами ваших естественных ограничений. Ключ в том, чтобы научиться регулярно настраивать свои духовные уши на голос Святого Духа. Выделите тихое время, чтобы помолиться и послушать, с намерением услышать, как оно обращается к вашему внутреннему существу. Запишите полученные впечатления, чтобы действовать в соответствии с ними. И наблюдайте, как это приносит сверхъестественную плодотворность. Поначалу вы можете чувствовать лишь тонкое внутреннее свидетельство или просто знание в своем духе, пока вы молча ждете. Но по мере того, как вы привыкнете к своему голосу, общение укрепится. Вскоре вы будете регулярно получать ясное руководство, мудрость и откровение, которые дадут вам силы молиться сильными молитвами или смело провозглашать Слово Божье в ситуациях в вашей жизни. Подождите, пока Он заговорит с вами, а затем старательно отвечайте, повинуясь тому, что вы слышите. Именно так вы научитесь сотрудничать со Святым Духом как соработники, вместе продвигая Царство Божие. Нет необходимости пытаться разобраться в жизни своими собственными ограниченными силами и мудростью, когда в вашем духе обитает всемогущий и всезнающий Дух живого Бога. Обращайтесь к Нему в первую очередь, как в рутинных повседневных делах, так и в важных жизненных решениях. Полностью полагайтесь на мудрость Духа, и Он будет вести вас по пути жизни, упорядочит ваши шаги и осветит ваш путь во тьме. Подчиняя свою волю воле Отца и подчиняясь указаниям Духа, вы позволяете Ему мощно действовать в вашей жизни. Вы становитесь сосудом чести, в котором Дух может полностью обитать и использовать его для проявления славы Отца на земле. Если вы согласны стать сосудом чести Святого Духа, напишите в комментариях: «Я принимаю это». Возлюбленные братья, жизнь, ведомая Духом, ведет вас к полноте вашей личности и цели. Постоянно отдаваясь внутреннему присутствию Святого Духа, Он преобразует свой разум и мировоззрение, чтобы воспринимать всю жизнь через духовную призму. Близость с Духом обновляет ваши мысли и приводит их в соответствие с разумом Христа. Вы начинаете смотреть на людей и ситуации глазами сострадания, милосердия и безграничных возможностей. Вместо осуждения, хождение в гармонии с Духом дает нам возможность использовать небесные решения в земных обстоятельствах. Когда мы отдаем свои тревоги Богу, Его сверхъестественный мир будет охранять наше сердце и умы, даже когда вокруг нас бушуют бури. Мы останемся стабильными и укорененными в непоколебимом Царстве Отца, вечном и невидимом. Дух живет внутри нас, раскрывая владычество и любящую доброту Отца. Он напоминает нам о завершенном деле Христа и Его праведности через кровь Иисуса. Он постоянно утешает, направляет и ходатайствует за нас как наш советник и защитник. Наше тело становится Его храмом, священным местом для Его присутствия. Поэтому мы можем быть уверены, что тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых,
теперь наполняет наше смертное тело жизнью воскресения. Никакое оружие, созданное против нас, не будет успешным, ибо жизнь Божья защищает нас и превосходит того, кто создал мир. Он обитает внутри нас и ежедневно приносит мудрость, силу и совет. Мы благословлены тем, что являемся жилищем Бога, и вся сила небесных ресурсов находится в нашем духе, в личности Святого Духа. Он наш утешитель, мастер открывателя тайн и самый верный спутник. Мы должны обратиться внутрь себя, чтобы обнаружить источник вечного богатства. Мы должны войти в глубины нашей мудрости, благодати и силы. Мы можем высвободить Царство Божье через наши слова, мысли, молитвы и декларации. Небеса готовы вторгнуться на землю через свою церковь. Мы граждане и проводники этих двух королевств. Поэтому мы должны смело верить и высвободить сверхъестественное измерение в наш естественный мир через наполненное верой партнерство со Святым Духом. Человеческие усилия и сила могут привести нас лишь к определенному результату. Но когда мы научимся черпать из безграничных ресурсов Духа, у нас появятся безграничные ресурсы для удовлетворения любых потребностей. Божественная сила течет через нас, превращая слабость в силу, когда мы получаем ее мудрость и усердно действуем в соответствии с ней. Мы идем с победой, больше не колеблясь и не колеблясь. Бог желает, чтобы наша жизнь была наполнена смыслом и приносила плоды, через которые Святой Дух желает раскрыть свою уникальную цель и миссию. Мы должны прислушаться к Его указаниям, ибо они откроют нашу судьбу. Общение с Ним – единственный способ жить поистине сверхъестественной жизнью, отмеченной чудесным вмешательством небес. Он превращает нас из обычных людей в наделенных силой Духа, излучающих божественную жизнь, любовь и силу. Мы должны оставаться в гармонии с внутренним Духом посредством постоянного общения с Богом в молитве и поклонении. Далее мы должны внешне идти в унисон с Духом, подчиняясь Его указаниям. Таким образом, мы ясно узнаем Его голос, и Он наставит нас на всякую истину. Если мы доверяем этому, давайте провозгласим в комментариях «Верю, Господи». Растущая зависимость и близость с пребывающим в нас Святым Духом абсолютно необходимы для того, чтобы жить победоносной, побеждающей и мощной христианской жизнью, для которой мы были созданы. Дорогой, брат или сестра во Христе, Господь знает, с какими трудностями вы сталкиваетесь, и хочет, чтобы вы знали, что Он с вами. Хотя болезнь может ослабить тело, ваш дух может оставаться сильным благодаря вере в Бога. Не теряйте надежду и не позволяйте разочарованию одолеть вас. Господь близок к разбитым сердцам. Доверьтесь Ему, и Он поднимет вас. Болезнь может заставить вас чувствовать себя в ловушке, но слава Богу за то, что у нас есть помощник и целитель в Иисусе Христе. Взывайте к Господу в молитве, читайте Его живое Слово в Священных Писаниях, и пусть Его мир охраняет ваше сердце. Бог видит ваши страдания и хочет восстановить их. Хотя исцеление может прийти не так быстро, как вы надеетесь, доверьтесь Божьему времени и заботе. Он хочет использовать это испытание, чтобы приблизить вас к себе. Мой друг, ты можешь чувствовать себя слабым, но Бог силен. Ваша сила совершенствуется в вашей слабости. Враг хочет обескуражить и победить вас, но мужайтесь. Вы имеете победу во Христе Иисусе. Его сила мощно действует на тех, кто верит в Него. Ходите со смелой верой,
уверенный, что Бог крепко держит вас в своих руках. Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя. Болезнь не может отлучить вас от любви Божией. Он рядом с тобой, несмотря на боль, бессонные ночи и изоляцию. Ты не одинок, дорогой. Господь обещает быть вашим утешителем. Излейте перед Ним свое сердце, и пусть Его Дух принесет благодать и исцеление вашему сокровенному существу. Бог знает, что трудно терпеливо ждать физического исцеления, но пока вы ждете, Он снаряжает вас духовно, принося понимание, сострадание и непоколебимую веру в Его доброту. Благодарите Его сегодня, ибо пути Его выше ваших. Возможно, сейчас вы не видите пользы, которую принесет это испытание, но Бог обещает, что Он делает все для вашего блага согласно своей цели и плану. Он знает, какие планы Он имеет для вас, планирует обеспечить вам процветание и дать вам надежду и будущее. Не спускайте глаз с вечности. Наступит день, когда Бог отрет все слезы и сделает все новым. А до тех пор Он проведет вас через этот шторм. Верьте тому, кто своим словом успокаивает ветры и волны. Враг пытается убедить нас в том, что Бог может и будет исцелять, но помните, что для Господа нет ничего невозможного. Его сила безгранична. Не слушайте ложь, в которой говорится, что ваша ситуация безнадежна. С Богом всегда есть надежда. Ваше исцеление может прийти не так, как вы ожидаете, но стойте твердо, доверяя Ему. Если ваша вера в Господа сильна, продемонстрируйте Ему это в комментариях, написав «Моя вера непоколебима». Чудеса происходят каждый день, и ваш любящий Отец хочет, чтобы вы были здоровы и исцелены. Приблизьтесь к Его невероятной милости. Бог обещает никогда не оставлять и не бросать своих детей. У вас есть друг в Иисусе, который не понаслышке понимает страдания. Он хорошо знает вашу боль и идет с вами в сострадание. Мужайтесь, ибо Христос ходатайствует за вас перед престолом Отца. Бог способен обеспечить утешение, мир, радость и надежду даже в самой темной долине. Его Дух – ваш постоянный спутник, советчик и помощник в это трудное время года. Найдите утешение, зная, что ваше прибежище и надежда в Господе. Он ваша скала, крепость и избавитель. Доверяйте Ему день за днем. Не расстраивайтесь из-за того, что вы не можете сделать сейчас. Радуйтесь всему, что Бог делает в вас и через вас. Его благодати достаточно для удовлетворения каждой вашей нужды. Доверяйте своей мудрости, а не своему ограниченному пониманию. Божьи мысли и пути выше ваших. Подчинитесь Ему и повинуйтесь тому, куда Он вас поведет. Он обновит вашу силу, пока вы ожидаете Его. Дорогой, брат, драгоценная сестра, ты не определяешься своими земными обстоятельствами. Ваша личность основана только на Иисусе Христе. Вы любимое дитя Божье, призванное, избранное и запечатленное Его Духом. Если враг пытается украсть ваше достоинство или радость, опровергните эту ложь во имя Иисуса. Господь объявляет, что вы дивно и чудесно созданы по образу Его. Его ценность заключается в том, что оно сделано им и для Него. Вы драгоценны, почитаемый и любимый вашим Небесным Отцом. Никогда не сомневайтесь в своей ценности в Его глазах. Подобно Иову, вы, возможно, не понимаете всего, что Бог делает сегодня в этом испытании, но знайте одно:
Господь с вами и за вас. Он обещает превратить вашу боль и борьбу в свидетельство своей искупительной любви и силы. Ни одно страдание не проходит даром в руках Божьих. Позвольте Ему использовать это, чтобы углубить ваше доверие и зависимость только от Него. Вы не пройдете этот путь в одиночку. Даже когда мы чувствуем себя забытыми или брошенными, мы никогда не бываем по-настоящему одиноки, потому что с нами Бог. В моменты, когда мы чувствуем себя наиболее изолированными и покинутыми, Он обещает подойти еще ближе. Хотя друзья могут подвести нас, хотя семья может неправильно понять нас, людей, Иисус знает, что значит быть преданным, отвергнутым и брошенным самыми близкими Ему людьми. Он знает печаль сада, одиночество креста, и потому способен встретить нас в самых низких точках нашей жизни с состраданием и нежностью. Иногда мы можем чувствовать себя отчужденными от других, но мы не отчуждены от Господа. Он наш постоянный спутник, переживающий взлеты и падения, хорошие и плохие дни. Даже когда никто не сидит у нашей постели, Христос рядом, держит нас за руку. Выразите свою любовь к Нему в комментариях, воскликнув «Я люблю Тебя, Господи». Он никогда не оставит нас и не покинет нас. Бог знает, что нехорошо нам быть одним, но мы не одни, потому что Он, Эммануил, с нами Бог. Хоть близкие и не могут всегда быть рядом с нами, мы можем излить душу тому, кто ближе, чем наше собственное дыхание. Как сказано во Второзаконии, сам Господь идет впереди нас и будет с нами. Он никогда не оставит нас, Он никогда не оставит нас. Не бойтесь, не унывайте. Боль имеет свойство очищать нас, сжигая лишнее и обнажая чистое золото. Но нам не обязательно идти сквозь огонь в одиночку. Иисус испытал всю тяжесть человеческих страданий, чтобы быть милостивым и верным первосвященником для нас в наши времена страданий. Он был пронзен за наши преступления и сокрушен за наши беззакония. Его ранами мы исцеляемся. Хотя болезнь может разрушить наше смертное тело, наш дух может становиться сильнее с каждым днем, когда мы опираемся на Его благодать и отдаем свою сокрушенность Христу. Он заполняет пустоты в наших сердцах, предназначенные только для Него. Он берет наши трагедии и превращает их в свидетельство искупления. Даже в огне мы не сгораем, потому что Бог ходит с нами, как Он ходил с Сидрахом, Месахом и Авдинагом. Мы пройдем через воды и не утонем, ибо Он с нами, как был с Ноем, переживающим потоп. Если нам придется пройти долиной смертной тени, Он будет рядом с нами, как и тогда, когда Давид столкнулся с Голиафом. Не имеет значения, насколько велика угроза со стороны гиганта. Неважно, насколько темна долина. Бог не оставляет свой народ, даже когда мы не чувствуем Его присутствия. В боли мы можем доверять Его верности. Страдания часто выводят на поверхность наши самые глубокие страхи. Страхи перед неизвестностью, страхами разлуки с теми, кого мы любим, одиночества или покинутости. Это может пробудить в нас тревогу, чувство потери контроля. Мы отчаянно хотим, чтобы все вернулось на круги своя. Но возлюбленный брат, любимая сестра, находите утешение в том, что, хотя многое в жизни неопределенно, сам Бог является нашей твердой скалой. Когда все остальное – зыбучие пески, Он стоит твердо и уверенно. Его истина укрепляет наши души, когда нас пытаются захлестнуть бури перемен. Поэтому давайте восхвалять Бога, хвала Богу Всевышнему,
который остается суверенным над каждой болезнью, диагнозом и испытанием. Он знает число наших дней и держит нашу жизнь в своих руках. В этом непростом сезоне старайтесь сохранять вечную перспективу. Ваш дух может оставаться сильным, даже когда ваше тело слабеет. Павел сказал: «Поэтому мы не унываем. Хотя внешне мы и увядаем, но внутренне обновляемся день ото дня». Устремите свой взор не на временные проблемы, а на невидимую вечную славу, которая ждет вас. Скоро настанет день, когда Господь сотворит все новое, когда отрет все слезы с очей наших. Мы будем обитать в воскресших телах, больше не терзаемые проклятием болезней, боли и смерти. Какая невыразимая радость ожидает нас до этого дня! Иисус остается рядом с нами, давая нам свою силу, утешение и помощь в каждый момент. Ты никогда не гуляешь один. Теперь, возлюбленный брат, возлюбленная сестра, присоединяйтесь ко мне в молитве. Это очень сильная молитва. Поэтому, пожалуйста, будьте начеку против врага. Мы знаем, что ему не нравятся такие моменты связи и близости с Богом. Тогда он встанет и сделает все возможное, чтобы помешать нам. Не позволяйте плохому испортить этот наш момент и остерегайтесь отвлекающих факторов, которые оно поставит на вашем пути. Отныне, сосредоточив свое внимание на Боге и переполнив веру сердцем, повторяй со мной вслух или мысленно следующую молитву: «О вечный Боже, Отец милосердия и источник всякого утешения, в Твоей возвышенной любви и бесконечной доброты, я склоняюсь перед Тобой. Я осознаю, Господи, что среди бурь и неопределенности жизни только в Тебе я нахожу прибежище и силу. Я прихожу к Тебе с разбитым сердцем, ища Твоего присутствия, Твое руководство и Твое исцеление. Господь, Ты знаешь каждую борьбу, каждую боль и каждое испытание, с которым я сталкиваюсь. Несмотря на хрупкость моего существа, я призываю Твою силу и Твою восстанавливающую силу. В каждый момент слабости пусть я найду в Тебе силы продолжать. В каждый момент сомнений пусть Твое Слово будет светом, который направляет мои шаги и укрепляет мою веру. Небесный Отец, во времена болезней и скорбей напомни мне, что Ты великий врач, целитель всех наших болезней. Я прошу, чтобы Твоя исцеляющая рука коснулась каждой частички моего существа, принося восстановление и здоровье. Пусть каждая клеточка моего тела откликнется на команду Твоего голоса, и пусть даже в долине смертной тени я чувствую Твое утешительное присутствие рядом со мной. В часы одиночества, когда тяжесть изоляции касается моего сердца, пусть я почувствую Твою компанию, которая никогда не покидает меня. Пусть Твой Святой Дух будет утешением среди тишины, голосом, шепчущим надежду и мир среди душевных бурь. Пусть на каждом шагу я ощущаю Твои следы рядом со мной, направляющие и поддерживающие меня. Боже любви, среди неопределенностей этой жизни научи меня доверять Твоему всевластию и Твоим совершенным планам. Помоги мне заглянуть за пределы непосредственных трудностей и поверить, что Ты делаешь все для моего блага, даже когда я не понимаю пути, по которым Ты меня ведешь. Пусть мое сердце покоится в уверенности, что Ты хороший и что Твоя любовь ко мне непоколебима. Господь, даруй мне благодать рассматривать каждое испытание как возможность возрастать в вере и близости с Тобой. Что в боях я могу Тебя похвалить. Пусть в слезах я найду радость от Твоего обещания. И пусть в немощи сила Твоя совершится во мне.
Пусть каждый момент боли превратится в повод засвидетельствовать вашу верность и вашу силу. А Боже, в Твоих объятиях я нахожу утешение и безопасность. Пусть моя жизнь станет алтарем хвалы и благодарности Тебе за каждое испытание. Пусть я буду отражением Твоей любви и маяком Твоей надежды для тех, кто потерян и страдает. Используй меня, Господь, как инструмент Твоего мира и благодати в мире, который так нуждается в Тебе. Наконец, возлюбленный Отец, я дарю Тебе каждую тревогу, каждый страх и каждую мечту. Я верю, что Ты со мной в каждом шаге, в каждом решении, в каждой улыбке и в каждой слезе. Пусть моя жизнь будет живым свидетельством Твоего милосердия, хвалебной песней Твоей славы. Во могущественное имя Иисуса, моего Спасителя и Искупителя, я молюсь и благодарю Тебя за всех. Аминь. Празднуйте эту очень сильную молитву, оставив свое «Аминь» в комментариях и с сердцем, все еще полным веры и помазания. Помолитесь, Отче наш, вместе со мной. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Царство Твое придет к нам. Да будет воля Твоя, как на земле, так и на небе. Дай нам сегодня хлеб насущный. Прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. Не введи нас в искушение, но избавь нас от зла. Аминь. Празднуйте молитву, которой нас научил Господь, ставя лайк под видео и восхваляя Его в комментариях, написав «Слава Господу Иисусу». Проспера, мы принадлежим Тебе. Мы покрыты драгоценной кровью Иисуса. Господь, мы просим Твоей защиты каждый день для нас и наших семей, куда бы мы ни пошли. Пусть Ваши ангелы наблюдают за нами, гарантируя, что нам не причинят никакого вреда. Будь нашим прибежищем и силой, нашей крепостью в трудные времена нашей повседневной жизни. Защити нас от болезней и боли и помоги нам стойко противостоять испытаниям и искушениям. Мы верим в Ваше избавление и заявляем, что никакое злое нападение не сможет одолеть нас. Пусть наши дома станут святилищами Вашего присутствия, и пусть Ваша доброта и милосердие сопровождают нас каждый день. Сотри наши тревоги и страхи, ведь Ты наша сила и крепость. Направляйте нас и направляйте наши шаги в правильном направлении, защищая нас от плохих намерений наших врагов. Твоим святым и могучим именем мы молимся, веря в Твою непоколебимую любовь и защиту. Аминь. Обратите внимание на эти важные принципы. Остерегайтесь обмана, потому что многие будут утверждать, что представляют меня, но уведут вас с пути. Евангелие должно достичь каждого уголка мира до наступления последнего дня, о котором знает только Отец. Так что будьте осознанны и молитесь, потому что вы не можете предсказать точный момент. Делитесь Евангелием со всеми, даже с теми, кто может показаться вам недружелюбным, и будьте щедры к нуждающимся. Относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Любите своих врагов и проявляйте доброту, не ожидая ничего взамен. Помните, что милосердие и прощение – ключи к благословенной жизни. Устраните свои собственные недостатки, прежде чем судить других. Мужайтесь и имейте веру, потому что ваша вера может принести исцеление и мир. Не бойтесь, просто доверьтесь. Откажитесь следовать за мной, и любой, кто приветствует мое послание, приветствует меня. Не препятствуйте тем, кто не против нас и возвещает Царствие Божие.
Молитесь о большем количестве работников, занимающихся сбором урожая. Путешествуя, путешествуйте налегке и дарите мир тем, кто приветствует вас. Сосредоточьтесь на своей цели и не расстраивайтесь из-за тех, кто вас отвергает. Радуйтесь не власти над духами, а своему месту на небесах. Молитесь искренне, говоря: «Отче наш, который на небесах, да будет воля Твоя на земле». Просите, ищите и стучите, и вы получите, найдете и откроете двери. Будьте щедры к бедным, и ваша жизнь будет чистой. Не беспокойтесь о том, что сказать, когда вам бросают вызов, потому что Святой Дух будет вести вас. Будьте осторожны с жадностью, ведь жизнь не связана с богатством. Ваш Небесный Отец знает ваши нужды. Ищите сначала свое королевство. Не бойся, ты ценен. Продайте свое имущество и поддержите нуждающихся, чтобы они накопили сокровища на небесах. Бодрствуйте и будьте готовы к моему возвращению, ибо кто смирит себя, тот возвысится. Приглашайте на свои встречи тех, кому повезло меньше, а не только друзей. Используйте свои мирские ресурсы, чтобы обрести вечных друзей. Прощайте тех, кто кается, даже неоднократно. Имейте веру, как дитя, чтобы войти в Царство. Его вера исцелила его. Иди с миром. Царство Божие внутри вас. Усердствуйте в молитве. Пусть дети приходят ко мне, ибо их есть Царство Божие. Молитесь, не унывая. Бог принесет справедливость тем, кто упорствует в молитве. Однако будет ли еще найдена вера на земле, когда вернется Сын Человеческий? Подписывайтесь на меня. Исполняйте волю Божию и сосредоточьтесь на духовном питании. Не жди. Поле готовы к сбору урожая. Ищите продукты, которые пригодятся для вечной жизни. Поверьте мне в моих делах, если не в моих словах. Не судите по видимости, а судите справедливо. Придите ко мне, если жаждете, и вера ваша произведет живую воду. Верьте в свет, ходите в нем и станьте детьми света. Доверься мне как своему Учителю и Господу и следуй, пока у тебя есть свет. Небесный Отец, сегодня я прихожу к Тебе с просьбой даровать мне огромное здоровье и процветание. Как сказано в Иеремии 29:11, у вас есть планы принести мне процветание, а не причинить мне вред, планы дать мне надежду на будущее. Господи, даруй мне доброго здоровья и финансовой независимости. Избавьте меня от инвалидности и дайте мне возможность заботиться о себе, своей семье и близких. Я отдаю все, что делаю, в Твои руки, Господь. Пожалуйста, раскрой мои планы во имя Иисуса. Доверяю Ваши великие планы для меня и прошу избавления от любых препятствий на пути к доброму здоровью и процветанию. Я заявляю, что мое тело – это храм Божий и что сатана не имеет надо мной власти во имя Иисуса. Я буду ходить в добром здравии и в изобилии Божьего процветания. Благослови мою работу, Отец, во славу Твою и исполни свое обещание сделать мои планы успешными. Береги мои дела, защити меня от опасностей и веди меня по пути процветания и успеха. Наполни меня всей полнотой Твоей благодати, Господь. В Его Слове сказано, что благословения Господни приносят богатство без мучительного труда. Здоровье и честь исходят только от Тебя, ибо Ты всем управляешь.
Даруй мне долгую жизнь, доброе здоровье и процветание, ибо Ты – податель всего сущего. В моей жизни не будет недостатка ни в чем хорошем, во имя Иисуса. Я осознаю, что не смогу добиться успеха без Вашей милостивой помощи, и благодарен за Ваш лучший способ обрести процветание. Я всегда буду оказывать Вам честь и хвалу, потому что Вы – источник моей силы, позволяющий процветать и жить в добром здравии. Иеремия 33:6 говорит, что Вы принесете здоровье, изобилие, процветание и безопасность. Господи, пусть Твое Слово исполнится в моей жизни. Благослови мою жизнь и прогони болезни. Принеси исцеление моему телу и освежение моим костям, чтобы я мог жить в добром здравии и процветании. Во Второзаконии 8 часов 18 минут говорится, что вы даете силу для приобретения богатства. Господь Иисус, я прихожу к Тебе, чтобы получить исцеление Твоей драгоценной кровью. Я верю, что все возможно благодаря крови, которую Ты пролил за меня на Голгофе. Держите мое сердце в своем, обновите мое тело, разум и душу. Пусть Твоя кровь течет рекой в мое сердце и душу, принося мне исцеление и восстановление. Прости меня за каждую несправедливость и начни свое исцеление изнутри. Прошу исцеления Твоей драгоценной кровью, чтобы покрыть все изломанные места в моей жизни и даровать мне полный покой. Я полностью отдаю свою жизнь Твоей заботе, Господь Иисус. Эта неделя принесет величие, исцеление, изобилие, новые возможности и благословения. Бог с вами, защищает вас и выполняет свои обещания. Помните, Бог правит как Царь царей и Господь господствующих, и Его сила не имеет себе равных. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в своем здоровье, финансах и отношениях, известны Богу. Он готовится совершить в своей жизни выдающиеся подвиги. Наслаждайтесь жизнью, полной изобилия, счастья и успеха, поскольку богатство легко вливается в вашу жизнь, открывая бесконечные возможности без особых усилий. Я терпеливо стучу в дверь твоего сердца, ожидая, когда ты пригласишь меня войти. Откройте свое сердце нежному и любящему присутствию Бога. Ваша жизнь вот-вот переполнится благословениями богатства, крепкого здоровья, счастья и любви. Сегодня вас ждет неожиданное финансовое благословение. Подождите 22 часа 22 минуты, чтобы забрать его. Чудесные вещи, которые Бог запланировал для вас, превосходят ваши самые смелые мечты. Будьте готовы к тому, что двери откроются, в вашу жизнь придут новые люди и появятся невероятные возможности, которые более невероятны, чем вы можете себе представить. Во имя Иисуса заявляйте об успехе и победе в каждой битве, с которой вам предстоит столкнуться на этой неделе. Помните, вы никогда не одиноки, и Бог всегда рядом с вами, готовый утешить вас в ваших бедах. Слава Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа, за Его сострадание и утешение. Заявите, что успех принадлежит вам, и приготовьтесь к неделе, наполненной позитивом, моментами, меняющими жизнь, и триумфом во имя Иисуса. Я помню время, когда я был далеко от Бога, потерянный и без надежды. Но все изменилось, когда я встретил Иисуса. Аминь. Дорогой, брат, драгоценная сестра, как хорошо иметь эти минуты единения и общения с Богом, не правда ли? Это чистое благословение. Это имеет огромное значение в нашей жизни. Более того, это делает Господа глубоко счастливым и гордым нами.
Если вы хотите, как и я, стать еще ближе к Всевышнему и еще немного побыть в Его присутствии, ощутить Его благодать и стать свидетелем Его преобразующей силы, нажмите на видеоролик, который прямо сейчас появится у вас на экране, и пойдем вместе, чтобы честь и слава Божия